В МВД прошла презентация средств защиты от коронавирусной инфекции для полицейских. С первых дней введения режима чрезвычайного положения вместе с медицинскими работниками несут службу по охране здоровья населения полицейские и военнослужащие. По поручению главы МВД во всех швейных цехах учреждений уголовно-исполнительной ведется пошив защитных средств, предназначенных для сотрудников органов внутренних дел. Так, на первом этапе налажено производство масок. Изготовлено около 1 миллиона защитных изделий, что позволило полностью покрыть потребность личного состава в защитных масках. Кроме того, начато производство костюмов специального назначения для сотрудников полиции. Защитный комбинезон многоразового использования. Он изготовлен из смесовой ткани, имеющей водоотталкивающий эффект. Новый вид изделий, пошив которых удалось наладить в учреждениях уголовно-исполнительной системы в кратчайшие сроки, является дополнительным средством защиты. Первую партию из 160 защитных комбинезонов получили столичные полицейские, несущие службу на блокпостах. В ближайшее время защитными комбинезонами будут обеспечены все региональные подразделения МВД. В первую очередь их получат сотрудники, задействованные в карантинных мероприятиях. Ежедневно в наряды заступает около 25 тысяч полицейских, спасателей и военнослужащих Национальной гвардии. В этих непростых для всех условиях пенитенциарная система показала свою эффективность. Разработанные по моему поручению РГП Янбек-комитета уголовно-исполнительной системы средства позволяют обеспечить защиту здоровья наших сотрудников, круглые сутки выполняющих свой служебный долг в период чрезвычайного положения, сказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Кроме того, руководство КУИС презентовало так называемый дезинфекционный тоннель. Первый экспериментальный образец установлен у входа в здание Министерства внутренних дел. Конструкция тоннеля проста, он оборудован распылителем специального физраствора, обладающим дезинфицирующим свойством. Подобные пункты установят во всех колониях с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции в учреждениях УИС.